Сегодня в театре имени Галиаскара Камала прошел закрытый показ нового спектакля Фарида Бекчентаева «Муть. Мухаджиры» по романам выдающегося писателя, переводчика, просветителя Махмуда Галяу. Татарский мир последней четверти 19-го столетия и начала 20-го показан через события Волжского голодомора и первой переписи населения Российской империи. По мнению создателей, это даже претендует на большое кинематографическое полотно. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. О таких постановках может рассказать уже и картинка. Выгородка, свет, музыка, темп, ритм действия и крупные планы. Воссоздать историю на сцене и легко, и совсем непросто. Здесь и приметы времени в узнаваемых деталях, здесь и ассоциативный план. Действие вне конкретной точки на земле, но тяжелое дыхание прошлого словно приходит в современной плоскости. Мухаджиры – это также понятие очень древнее, оно отсылает еще к пророку Мухаммеду, когда первые мухаджиры переселялись из Мекки в Медину. Вот. А мухаджирами с переписью всей этой истории очень много кавказских народов, вообще мусульмане России переселялись в Турцию, и не только. Оболочка спектакля вполне конкретна, но на передний план выходит история целой группы людей. Есть и основные персонажи. Сажида, например, мечтает о светлом будущем. Она как идейный локомотив, и это вполне объяснимо. Она бесплодна, и это тоже это ее в моральном плане не убивает, а наоборот дает, подстегивает, что значит, моя цель, если не быть матерью, то значит сделать что-то другое для этого мира, и поэтому она собирает людей, подстегивает своего мужа. Спектакли на исторические темы для камаловцев естественные и существуют на одной волне со зрителями. Здесь в разные годы оживали на сцене представители японской классики, итальянской, колумбийской, оживали чеховские герои и рефлексирующие жители северных стран. Как считает постановщик новой драмы, геолокация не так уж и важна. За вашей спиной это фрагмент земли обетованной? Да, наверное, да. Образ, да. Потому что сада. Да. Райского сада Семирамида, да? Да, райского сада. Судя по твоему творчеству, ты как раз ты препарируешь, и берешь конкретный исторический фон, личности и так далее, и работаешь с ним. Если выйти на духовный уровень, то особо ничего не меняется, мне кажется, именно на уровне духа, на уровне эго, на уровне амбиций человека, на уровне обид и радости. Мне кажется, как раз в этом ничего особо не меняется. Меняется только, может быть, одежда, материал этой одежды и фон. И после разминки осознанный язык тела. Итак, в этом многослойном спектакле будет и немало танцев, постановки хореографа Нурбека Батулы. Сначала пластическая репетиция, и сейчас, собственно, история, которая станет параллельной темой тому, что увидит зритель в спектакле. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».